Ровно 83 года на российских дорогах ГАИ, ГИБДД орут. Аббревиатура за это время у дорожной полиции менялась не один раз. Но суть их работы неизменна – следить за порядком на дорогах и тем самым оберегать наши с вами жизни. На торжественном построении в здании ГИБДД в Магасе в одной шеренге капитаны, регулировщики, ветераны службы и те, кто только начинают свою карьеру. Под звуки гимна Российской Федерации они встречают министра внутренних дел республики Михаила Коробкина. Сегодня общество предъявляет сотрудникам полиции высокие требования, особенно к госавтоинспекции, лишь состав которой в наибольшей степени участвует в непосредственном общении с гражданами. Человек в форме сотрудника ГИБДД олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Именно с ним жители республики связывают порядок на автодорогах, спокойствие и уверенность водителей в собственной безопасности. С особой теплотой хочу поздравить с праздником семьи наших сотрудников, родителей, жен и детей. Это они наравне с нами делят все тяготы и лишения службы. Отдельные слова поздравлений адресую ветеранам госавтоинспекции. Нашей живой истории, хранителям служебного опыта и жизненной мудрости. Для них нет разницы, летний зной или сильные заморозки. Они всегда на службе, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Несмотря на устоявшийся стереотип о том, что основная работа сотрудника ГИБДД – выписывать штрафы, спектр их деятельности гораздо шире. В первую очередь работники госавтоинспекции занимаются профилактикой безопасности дорожного движения. Проводят различные акции, беседуют со школьниками, рассказывают о правилах поведения на дороге. Ведь, согласно статистике, каждый год на дорогах России погибают более 160 тысяч человек, среди которых и водители, и пешеходы. Я проработал 24 года в ГАИ. За это время очень много было. Со смертельными было, с ранениями были. Приходилось видеть все это, составлять схему ДТП. Это к нему нельзя привыкать. Это тяжело. Сотрудники ГИБДД не всегда остаются только свидетелями ДТП. Часто и их жизни угрожает серьезная опасность. 32 фамилии сотрудников госавтоинспекции, погибших при исполнении служебного долга, увековечены на мемориальной плите у здания ГИБДД в Магасе. В память о них сегодня была объявлена минута молчания. Башир Гамботов – заслуженный ветеран ГАИ. Службе он отдал более 40 лет. Сегодня он делится своим опытом с молодыми коллегами. Больнее всего, рассказывает Башир, становиться свидетелем ДТП, в котором погиб ребенок. Также на плечи сотрудников ложится и другая ответственность – выявлять незаконную перевозку наркотиков, оружия и контрабанды. Мы любое время будем рядом с вами и будем оказывать помощь вам. Но ваша задача не подвести на сегодняшний день. В первую очередь, как министр сказал, не подвести себя за какие-то мелочи. Надо работать честно, добросовестно. Далее с приветственным адресом премьер-министра республики Зелимхана Евлоева к сотрудникам ведомства обращается зампред правительства Исрапил Латыров. Ваша служба является одним из самых сложных участков охраны общественного порядка, который играет исключительно важную роль в сохранении жизни и здоровья людей. Вы люди мужественной профессии, которые постоянно требуют полной самоотдачи, стойкости и выдержки. В честь 83-летия со дня основания службы особо отличившихся сотрудников, а также ветеранов, внесших личный вклад в укрепление правопорядка, награждают почетными грамотами в Рио главы Ингушетии. Я поздравляю всех сотрудников госавтоинспекции с этим нашим профессиональным праздником. Желаю удачи в службе,
и безопасных дорог нашим жителям республики. Профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции в России начали отмечать лишь 8 лет назад. И с каждым годом значимость работы сотрудников ГИБДД только растет. Связано это с увеличением количества автомобилей и интенсивности движения на дорогах. Амина Бокова, Султан Булгучев, Новости 24.